А теперь итоги 2022 года для республики в целом, события и достижения. Подведем все это с Хавой Султыговой, смотрим расширенный репортаж. Памятные даты и знаменательные события 2022 года станут частью истории России и Ингушетии. Для республики этот год был юбилейным. Субъекту исполнилось 30 лет. Отметили круглую дату красиво, громко и в кругу друзей. Главы регионов, звезды российской эстрады и лучшие ремесленники страны съехались на празднование 30-летия Ингушетии. Эпицентр праздничных событий – Сунша. Желаю вам успехов в достижении поставленных целей на благо Республики Ингушетия и всей страны. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Хочу пожелать и поздравить вас с 30-летием образования Республики Ингушетия, счастья, мира, благоденствия, новых побед и достижений нашему народу Ингушетии и всей многонациональной России. О достижениях последних лет глава республики рассказывал не только народу со сцены. В марте российский лидер обсудил с Махмудом Али Калиматовым социально-экономическое положение в регионе. В целом у вас стабильная ситуация, стройка подрастает, да? Выработали мы с правительством линию такую, строительство поднять, но вот это, то есть если мы не будем строить многоэтажные дома, то индивидуально жилые выделять земли, то у нас не получится. Мы пришли с проблемой воды, это как на Кавказе, и вот отведение. И сейчас вот анализ сделали, мы довели, у нас дней республики был Совет Федерации, там они вошли, вот эти вопросы, которые на комитетах их 2 дня обсуждали. Минстрой, конечно, спрашивает, там, рост строительства, но реально, если у нас не будет, понятно, водоотведения, а там только в Магасе и в Назране, немножко в Малгобеке, и то это очень старейшие вещи. А другие, Сунжа образованы, Карабулак, там, они вообще их не имеют. То есть эти вещи, если не сделать, то, понимаете, да? В апреле в Москве состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с главой Ингушетии. Обсудили выполнение постановления, подготовленного по итогам Дней Республики, которые прошли в Совете Федерации в 2021 году. Я с большой радостью всегда встречаюсь с руководителями регионов. Чем можем, мы всегда стараемся помочь. У вас очень активный сенатор, всегда рада, слушаю вас внимательно. Когда мы проводили Дни Республики и вынесенное постановление Советом Федерации, мы в последующем там действительно те вопросы, которые волнуют и жителей республики. Мы создали, конечно, в правительстве рабочую группу по поэтапному выполнению тех постановлений, которые касаются. Это и наша ответственность, и сенатора от Ингушетии, и Совета Федерации, чтобы постановление в полном объеме было выполнено. Конечно, во взаимодействии с руководством республики. Развитие инвестиционных проектов, энергетики и ЖКХ, а также вопросы бюджетной сферы стали основными темами беседы сторон на совещании с участием заместителя председателя правительства Александра Новака и Махмуда Али Калиматова. Правительственная делегация посетила Ингушетию в мае. Те вопросы, которые вы ставили, они важные, но они уже на поверхности лежат. Их нельзя откладывать уже. Я всей вашей команде и вам благодарен, что вы сегодня приехали. Получится, если у нас вопрос решить, вот этот, особенно по кредиторке, и последующем там вот это вот секвестирование, потом вот эти вопросы, и особенно вновь введенные здания, потому что у нас на сегодняшний день много. Я говорил вам, у нас 12,8 прирост населения. Рождаемость, то есть, по сравнению. А по России это 4,6 или 4,4, по-моему. Полагаемся на вас, как вы наш куратор. Мы республика маленькая, но мы можем много. Вы сегодня некоторые увидели производства, которые в действительности работают, реально работают. Владимир Максимович, спасибо большое. Сегодня большой делегация прийти для того, чтобы посмотреть, в том числе и как реализуется эта программа, какая поддержка нужна с федерального правительства для того, чтобы обеспечить тот экономический рост, инвестиций, приток, создание рабочих мест, увеличение собственной доходной базы. Поэтому надо нам всем вместе приложить максимальные усилия, потому что я думаю, что все жители этого ожидают. И, несмотря на те сложные условия, которые сегодня у нас складываются, у вас большие перспективы.
И Спасибо. Регион благодатный, мы видим, особенно, самое главное, людьми благодатными. И всех сегодня мы познакомились со многими вашими предпринимателями, инвесторами. Я думаю, что действительно надо оказывать и создавать условия для того, чтобы они работали и развивались. С рабочим визитом в Ингушетии побывала делегация из Узбекистана во главе с генеральным консулом республики в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым. После знакомства с культурными достопримечательностями региона участники делегации Узбекистана встретились с бизнес-сообществом Ингушетии. Руководство региона приветствует такие миссии. Они являются следствием развития добрососедских и деловых отношений. В августе состоялся круглый стол с участием представителей бизнеса из Магнитогорска. Делегацию возглавил президент Магнитогорской торгово-промышленной палаты Герман Запьянцев. В ходе встречи обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества. Сад-гигант Ингушетия, это более 2000 гектаров садов яблоневых по итальянской технологии. Здесь же агрокомплекс Шонжа, это тепличные хозяйства, одни из самых больших на Северном Кавказе. Слива тоже их производство. Хочу отметить спецкомплекс Южный, это один из самых крупнейших производителей халяльной индейки. Кстати, это все можно дегустировать. Обменяться мнениями, перейти на открытый диалог с бизнесом и решить вопросы какого-то нашего взаимодействия. Инновационные технологии, образцы продукции местной промышленности и АПК представили на Республиканском экономическом форуме «Деловая Ингушетия». Сколько здесь собралось предприятий, организаций, и заинтересовали мы это. Почему? Потому что у нас реально стали работать предприятия. Если брать, вы же сами видите, у нас сейчас светодиод, начинает только. Все-таки, если брать Реал, РИАК, эти серьезные предприятия, они же идут прям в ногу. И поэтому у нас будет продвигаться это. Власти республики подписали соглашение с инвесторами на сумму 4,5 миллиарда рублей. Согласно статистике, Ингушетия вошла в топ-10 регионов по росту промышленного производства по итогам 6 месяцев 2022 года. Показатель составил 13,9% по отношению к первому полугодию 2021 года и находится на 9-м месте по стране. Инвестиционную активность субъекта отметил президент страны в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать в этом году, присоединилась и Московская область. За год она поднялась с 8-го места в лидеры, в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу. Махмуд Али Калиматов на полях Петербургского форума подписал 3 соглашения о сотрудничестве. Соглашение для нас очень важное в той части, что тот промышленный кластер, который у нас индустриальный парк 1, 2, он заработает, но самое главное изучение наших предприятий промышленных, и там в последующем они готовы, и это нам инвестировать, помогать нам в той части развития этого. И в последующем, чтобы мы могли на уровне уже целом России, министерства с ними вместе полностью взаимодействовать, интегрировать нашу республику, нашу площадку, не одну, пусть 2, интегрировать в целом ее промышленный кластер. Глава и правительство Ингушетии ведут работу по привлечению в регион крупных инвесторов для строительства объектов. Наш земляк, меценат Михаил Гуцериев намерен вкладывать средства в объекты культуры, образования и развития Джейрахского района. Удобство, которое вы создаете, это очень важно. Я думаю, это достойно продолжения. И после этого, когда у нас проект делается на вот это у нас альпинисты, где останавливаются, вот там обязательно, я думаю, что Михаил Сафарбегович
он это доведет до конца. Мы с ним туда выезжали. Я думаю, через год, там будет великолепно. Один из проблемных вопросов региона – это безработица. Ее уровень в 2022 году по сравнению с прошлым снизился с 16,3% до 11,1%. Значительным результатом является рост за 3 года численности работников предпринимательства на 76,4%. Объем долгов Ингушетии значительно снижен. 3 года назад долг республики составлял 11 миллиардов рублей, тогда как сейчас осталось погасить 800 миллионов. В Магасе в этом году открыли сборочный цех по производству локальных очистных сооружений. Это инвестиционный проект, благодаря которому экологическая обстановка в регионе и не только станет значительно лучше. Недавно состоялось открытие реанимированного по поручению Махмуда Али Калиматова комбината детского питания. Общий объем финансирования объекта – 149 миллионов рублей. Компания-инвестор вложила в его перезапуск 45 миллионов. Мы возрождаем это предприятие. Мы стараемся, чтобы возродить это. Мы будем договариваться, но нам нужно, чтобы тот инвестор или бизнесмен, который берет на себя ответственность, мы честно относимся, просьба к нам тоже относиться очень честно. Почему? Потому что какие-либо препятствия сетевых компаний, налоговой службы, других контрольно-надзорных органов мы не допустим незаконного действия в отношении вас. В общем, в республике 22 системообразующих предприятия АПК. Общий доход, полученный от реализации товаров, работ и услуг на крупных предприятиях региона в 2022 году, составил 1 миллиард 210 миллионов рублей. Уплачено налогов более 114 миллионов. Приходом Махмуда Макшарипча Калиматова к руководству республики была разработана, сформирована новая экономическая политика. Она состоит из нескольких направлений, из нескольких векторов. Это, во-первых, сокращение заимствований внешних источников. Это погашение кредиторской задолженности. Мы являемся единственным регионом Северокавказского федерального округа, который не нарастил ни 1 рубля, ни 1 копейки по сравнению с другими территориями. Следующий вектор развития, который был определен главой, это ввод растающих предприятий в эксплуатацию, борьба с коррупцией, это улучшение инвестиционного климата, развитие кадрового потенциала. Вот на этих позициях, собственно, базируется новая экономическая политика, которую проводит команда во главе с Махмудом Али Калиматовым. Я должен сказать, эта политика дала уже свои результаты. Вот не могу не похвастаться некоторыми цифрами. Индекс промышленного производства по итогам полугодия составил 113,9%. Мы занимаем по этому индексу 2-е место в СКФО. То есть почти 14% дали прироста, несмотря на санкционные режимы, постковидная, ситуация экономическая. Рост у нас достаточно хороший. Обрабатывающее производство в 1,7 раз увеличили отгрузку. Представляете, это лучший показатель СКФО, 1-е место в 1,7 раза. Вот жилья у нас увеличился в 4,1 раза. Здесь мы тоже безусловные лидеры. Понятно, я говорю про относительные цифры. В абсолютном плане это меньше. У нас и территория меньше, и население меньше. Но тем не менее динамика она впечатляет. Это официальные данные Севкавказстата. В числе реанимированных по поручению главы субъекта объектов швейная фабрика. На предприятии выполняют крупные госзаказы. Планируется производство комплектов теплой и защитной одежды для военнослужащих и мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Мы сделали заказ, они ждут материал для пошива, военный материал для формы. У нас здесь суммы более 25 миллионов, где-то вот мы на эту сумму уже для военнослужащих будем. Да и вообще по заказу Министерства обороны и других структур швейная фабрика шьет сама все эти и будет шить. В этом году Россия отметила юбилей героического подвига – 77 лет Великой Победы. Историю событий Великой Отечественной войны воссоздали в проекте «Поезд Победы». В феврале передвижной состав прибыл в Ингушетию. Это был познавательный экскурс, который трогает до глубины души.
возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Как и десятки лет назад, наши земляки отстаивают интересы Родины, участвуя в специальной военной операции на Украине. Ее действие началось 24 февраля. Ингушские бойцы неоднократно отличились при выполнении боевых задач и удостоены орденов мужества. За героизм, проявленный при исполнении воинского долга, указом президента России гвардии капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно. Ингушетия приняла беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, прибывших в Россию в экстренном массовом порядке. Мы чувствуем себя как дома. Мы не ожидали даже такого приема. Спасибо вам огромное. Правда, мы на каждом этапе чувствуем, все заботятся, тут прекрасно готовят. Ну, абсолютно все вопросы решаемые. Спасибо вам огромное. Махмуд Али Калиматов дал поручение обеспечить переселенцев не только питанием и местом проживания, но и квалифицированной медицинской помощью, необходимыми медикаментами, оказать содействие в ускоренном оформлении документов, в том числе с юридическим сопровождением. Переселенцам из Херсона уже вручили жилищные сертификаты. Спасибо. Я благодарна правительству Российской Федерации. Пусть Господь поможет благополучно реализовать. Ежегодно оказывается помощь малоимущим семьям. Масштабная благотворительная акция «Мехксах», проводимая по инициативе Махмуда Али Калиматова, в 2022 году охватила около 6 тысяч семей. Помощь получают многодетные семьи, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пожилые люди, семьи погибших правоохранителей по спискам, составленным органами социальной защиты совместно с муниципальными властями и имамами мечетей. Продукты для оказания помощи закупаются у местных фермеров. Этот год у аграриев оказался урожайным. В среднем зерновых и колосовых собрали по 40 центнеров с гектара. Это на 25% больше, чем в 2021 году. Продовольственная безопасность, она постоянно в речах и в указах президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Продовольственная безопасность республики сегодня по мясу, по птице, по зерновым полностью, да, мы выполнили. Население мотивирует к ведению собственного хозяйства. По инициативе Махмуда Али Калиматова в регионе второй год проходит аграрный конкурс. По итогам оценки конкурсной комиссии Минсельхоза лучшими из 296 стали хозяйства 5 человек. Еще 35 разделили между собой поощрительные места. خسخت لا خات خش لا حيجا وقت خش تقيدش حمدريز وقت خش صغلي وديش حمديز وقت خش بمانية خش سقوستي خسخت. Тюмень, Самара и Санкт-Петербург. 3 крупных российских города связали с Ингушетией новые авиарейсы из воздушной гавани имени Сулымбека Асканова. Удобно и, главное, быстро. В системе Минфина России Ингушетия находится в зеленой зоне по 6 национальным проектам: демография, жилье и городская среда, образование, экология, безопасные и качественные дороги. Дорожники Ингушетии 3-й год подряд досрочно завершили все работы по реконструкции объектов. По исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» республика лидирует в стране. За счет средств Дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета в 2019 году министерство привело в нормативное состояние дороги протяженностью более 36 километров. В 2020 году 68 километров, в 2021 году 61 километр. В 2022 году преобразили более 53 километров дорог. У нас в республике отреконструировано более 100 километров автомобильных дорог. Более 75 километров провели капитальный ремонт. Это огромный объем, учитывая, что у нас всего республиканских дорог менее 1000 километров. В рамках исполнения поручений главы отреконструированы такие социально важные объекты, как, например, дорога в сельское поселение Вижари от Малгобека. Это 12 километров. Дорога в сельское поселение Датых. Это 17 километров. Это важнейшие участки, которые необходимы для того, чтобы люди могли нормально добираться, нормально жить. Все это сделано благодаря инициативе главы республики, поддержанной федеральным правительством. Это не просто так. Это связано с тем, что наше Министерство автомобильных дорог уже 3-й год подряд входит в тройку лучших в стране.
Повышается охват детей школьным и дошкольным образованием. В 2022 году Министерство образования ввело в эксплуатацию 1 детский сад и 2 школы. Ожидаются акты ввода на 14 школ и 8 детских садов. Важным событием стало открытие первого центра одаренных детей «Олимп». Пребывание и питание там бесплатное. Программа развития и обучения детей обширная. Совершенствуется техническое оснащение учреждений и автопарки. Глава Ингушетии вручил руководителям медучреждений и школ республики ключи от 16 машин скорой помощи и 10 автобусов. В Ингушетии удалось снизить показатель смертности населения. В 2022 году он составил 3,3 на 1000 населения, тогда как в 2021 году был на уровне 4,1. Снижение 17,5%. На 13,5% меньше, чем в 2021 году показатель младенческой смертности. Строят и ремонтируют медучреждения. Капремонт прошел в здании городской детской поликлиники. Строит инфекционный корпус детской клинической больницы, Кантышевскую участковую больницу, поликлинику в Сунже и психоневрологический стационар в Плиево. 2022 год был богат на спортивные достижения. Ингушские спортсмены участвовали в более чем 200 мероприятиях республиканского и всероссийского масштаба. Среди громких событий – открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей на Кубок главы Ингушетии, всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти мастера спорта СССР, чемпиона Европы Магомеда Парчиева. В регионе состоялся и первый международный турнир по греко-римской борьбе памяти героя России Алихана Калиматова, который до этого проходил в статусе всероссийского. На ковре победу по баллам одержал Ризван Черкиев, Республика Ингушетия. Давайте на память ленточку, а я это забираю себе. В Сунже открыли долгожданный дом культуры. Капитальный ремонт здания проводили по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Объект преобразили. Классические люстры в стиле ампир, шторы из бархата, дополнительные посадочные места, качественный звук, новейшее оборудование и аппаратура, а также современный свет. Появилась своя галерея. Всех собравшихся с долгожданным открытием ДК и новыми условиями работы поздравил глава республики. Невежество проявляется там, где отсутствует культура. Ужасно, когда и вот эти дом культуры у нас почти во всех населенных пунктах, почти. Мы великолепно отреставрировали театр юного зрителя, где сегодня у нас детишки, и благодаря Министерству культуры и главному режиссеру там постановки проходят великолепные. Поэтому сегодня, мне кажется, настолько светлое помещение, на светлый дом культуры. И я думаю, что он будет востребован горожанами. И я вам дальше скажу, кроме художественной галереи, у нас заложены деньги более 100 миллионов. Более 100. Тоже инвестор. Не бюджет. Мы парковый, целый парковый комплекс сделаем вокруг. Мы его начали как-то к празднику 30 лет, а так он здесь будет один из лучших. В обновленном Доме культуры Сунжи прошло закрытие 8-го международного кинофестиваля «Золотая башня» с участием кинорежиссеров не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Золотую статуэтку за лучшую киноленту вручил Махмуд Али Калиматов. Ингушетия – родина башен. Официально. Ранее руководство региона подавало заявку на проведение регистрации товарного знака. Процедура прошла успешно. И теперь это не просто слоган, а бренд. Этот год без преувеличения стал объединяющим для каждого из нас. Да, он был сложным со многими переживаниями, но события уходящего 2022-го, безусловно, уже вошли в историю республики, страны и даже мира. Ингушетии удалось достигнуть лидирующих показателей в стране по ряду направлений с поступательной политикой руководителя субъекта и поддержкой федерального центра. Предстоящий 23-й называют определяющим. Мы сохраняем веру в лучшее будущее и продолжим созидать.